С начала пандемии, взбудоражившей весь мир с болезнью, которая не различает национальности, цвета кожи, возраста и которая на сегодняшний день является опаснейшим смертельным вирусом, по долгу службы встали на защиту человечества люди в белых халатах, медики. Сегодня речь пойдет о них, ангелах в белых халатах. В связи с опасностью заражения, деятельность врачей, медперсонала, работающих с профилактикой, лечением больных коронавирусом, закрыта для обывателя постороннего глаза. Но даже у далеких от системы здравоохранения людей в ежедневном лексиконе появились термины СИЗ, масочный, перчаточный режим, социальное дистанцирование, сатурация, поражение легких в процентах. Проштудировали всю литературу по профилактике и лечению ОРВИ. Понимаем обозначение красная, чистая, грязная зоны, и хочется надеяться, что этот режим не станет нормой жизни, а будет лишь этапом, испытанием, через которое мы все прошли, и болезнью, которая в конце концов будет побеждена врачами. Сегодняшний репортаж будет о работе эпидемиологической бригады Нюрбинской больницы. Бесспорно, это медики, ежедневно находящиеся в зоне особого риска, скорая помощь, определение больных, забор анализов, компьютерная томография, сопровождение, лечение больных, госпитализация – это работа медиков эпидбригад. Пройдя все уровни согласования с руководством Центральной районной больницы по участию в работе эпидемиологической бригады, инструктаж, определив день съемок, я с волнением стал ждать. И этот день настал. Утро будничное для работников эпидбригады, а для меня ответственное и важное, началось с 9 утра. Первое впечатление, которое сразу же замечаешь, это собранность коллектива, где все знают свое место, кто чем должен заниматься, отсутствие всякой суеты, сумбура, подчеркнутая аккуратность, распределение маршрута по забору анализов скорой помощи, процедур больных, ежедневный инструктаж, надевание костюмов защиты, который занимает минимум времени, и эпидбригада готова к выезду. Сегодня на линию выходит 6 экипажей, состоящие из врачей, фельдшеров, медсестер, водителей. Сев в автомобиль, выехали к первому пациенту. На первый взгляд рутинная, обычная работа медиков – зайти в дом к пациенту. Но видя, с какой тщательностью проводится дезинфекция рук, костюма, медицинского саквояжа перед заходом к больному, понимаешь, что это было бы обычным, если бы не пандемия коронавируса. Забегая вперед, скажу, только к концу дня я понял, каким нужно обладать человеческим терпением, мужеством, чувством ответственности, чтобы заходить к каждому новому пациенту. Неважно, больному или контактному, понимая и четко осознавая, что от тебя зависит, возможно, чья-то жизнь. К большому сожалению, больные пациенты, находясь долгое время на самоизоляции, впадают в депрессивное состояние, порой из-за которого по отношению к медикам они позволяют себе допустить грубость или даже агрессию, выраженную в требовательности чрезмерного внимания к себе, неприятием того, что эпидбригада приехала спустя продолжительное время. Но все эти негативные моменты, на мой взгляд, стороннего наблюдателя, нашими медиками оцениваются адекватно. И в этот день я не услышал со стороны работников негативных оценок о своих пациентах, простого человеческого ворчания, недовольства. Впрочем, не было и особого веселья. Все деловито, быстро, профессионально. Дальше бесконечным потоком были вызовы скорой помощи, госпитализация больных, забор анализов, процедуры медицинских сестер в виде уколов больным, перевозка больных и контактных граждан на компьютерную томографию, отправка больного санитарным рейсом в город Мирный. Все в безостановочном режиме. То есть понятие «пошли давай по кофейку» или «просто поболтаем» в службе эпидемиологической бригады будет звучать никак неуместно. Учитывая то, что в основном больные люди старшего возраста, заметил, с какой бережностью, пониманием, сочувствием относятся наши медики к своим пациентам. Это выражается и видно не только из диалогов моральной поддержки, но и с каким вниманием относятся врачи к своим пациентам. Даже во время движения автомобиля медики успевают дистанционно по телефону сопровождать, консультировать своих больных. Вся работа медиков эпидбригад похожа на большую, четко отлаженную машину, сбой в котором невозможен, и цена которой может быть чья-то жизнь. Отдельное слово сказать, выделить хочется водителей скорой помощи.
Водители не только предельно быстро доставляют медбригаду до адреса, но и сами принимают участие в работе эпидбригады. К примеру, госпитализация лежачих больных, доставка анализов с ковидных отделений. За чередой выездов к пациентам не заметили даже стремительного бега времени. Наступило время обеда. Учитывая загруженность эпидбригад, возможность срочного вызова скорой помощи, экипажи обедают все вместе. Обед доставляется из кухни в термосах, то есть первое и второе, между прочим, удивительно вкусное, доставляется в горячем виде. Прием пищи снова не занял продолжительное время, и экипажи вновь вышли на линию. Сегодня мои медицинские познания увеличились, часть из которых доведу до вас. Медиками замечено, что в группе риска находятся в основном новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме болеют люди с избыточным весом, склонные к ожирению, вследствие наличия сахарного диабета, который безусловно отрицательно влияет на иммунную систему. Также риск заболеть есть у ведущих малоподвижный образ жизни. Так что делайте выводы, следить за собой сегодня не только оказывается модно, но и нужно. В частной беседе члены эпидбригады, конечно же, озвучивают свое мнение, связанное с работой, которая не радует. Это и невнимательные водители на дорогах, которые не уступают машине скорой помощи с включенными спецсигналами, домашних животных, то есть собак, в подъездах и дворах, больных, которые при приезде врачей оказываются ушедшими на почту и прочее, граждан на улицах города без масок. Кстати, стал свидетелем забора анализа нового метода – анализатора ИХ. Иммунохроматографический анализ ИХ, который относится к методам экспресс-диагностики, требуемое время для оценки результата 5-10 минут. Достоверность результата анализа составляет 97%. К слову, данный экспресс-анализ приобретен по решению оперативного штаба за счет бюджета района. Послеобеденный промежуток ничем не отличался. Выезды, но все так же быстро и четко. Звонки поступают непрерывно, но, как сказали врачи, с увеличением количества эпидбригад, принимаемых мер по профилактике, лечению коронавируса в районе, число выездов эпидбригад уменьшилось в разы. Во время пика заболевания обслуживалось до 90-100 вызовов за день. Рабочий день работников эпидбригады закончился после 9. Сегодня медиками эпидбригады осуществлено 28 выездов между 5 ковидными отделениями, вызовов скорой помощи в количестве 19, транспортировка на компьютерную томографию больного с адреса и обратно 10, с отделений 9, в том числе носилочных 9, взято проб ПЦР, ИФА и ИХ 60, процедуры больных в виде уколов на дому 12. В завершение хочется сказать, понятие, фраза, высказанная в фильме Станислава Говорухина об эре милосердия, сегодня как никогда актуальна. И эру милосердия сегодня начали мы видим в образе наших медиков, которые твердо знают, что пандемия – это не норма жизни. Пробыв всего один день среди этих светлых людей, профессионалов, молча делающих свое дело, по-настоящему стоящих на страже мира, проникаешься глубоким уважением и хочется пожелать, чтобы все у них было хорошо. Всем здоровья, благополучия, счастья.